Усім прывітання, з вами ізноў Кузьміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы нашу размову у нашым, ну, ужо фактычна рэгулярным, можна сказаць, эфіры, які мы ладзім раз на 3 тыдні з нашим эканамічным аглядальнікам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок» Андрэем Махоўскім. Прывітанне, Андрей. Добрый день. Ну, мы тут выбачаемся у наших слухачоў і гледачоў, что сёння зумам Андрей до нас далучыўся. Усё бывае, здараецца у гэтым жыцці, трошечку невялічкая накладка, хотя безумоўна у студыі прыемней адзін аднаго бачыць і лепш, больш жыва атрымліваецца гумарыць на эканамічныя тэмы, як мы гэта с Андреем любім. Андрей, але давай пачнем з сур'ёзнай тэмы, са стадыёна футбольнага, які кітайцы у якасці падарунка, ну, нібыта падарунка, ну, не ведаю, зараз ты патлумачыш, як яно там насамрэч гэта выглядае, пабудавалі і вось беларускаму народу, так бы мовіць, на талерачцы з блакітнай каёмачкай прыпаднеслі. Так расчуліўся Лукашенко, што нават прапанаваў помнік пры жыцці Сі Цзіньпіню з гэтай нагоды паставіць. Але, слухай, ну, усім заўсёды прыемна атрымліваць падарункі, але ведаем мы выдатна старую народную прымаўку пра бясплатны сыр і дзе ён бывае. Так вось, гэты падарунак, гэты стадыён кітайскі, ён з катэгорыі сапраўднага падарунка, вот ад шчырага сэрца, бесплатна, то есть дарам, як казалі ў адным мульціку, ці это ўсё ж таки з катэгорыі бесплатнага сыра? Ну, сам стадион — это, наверное, такой подарок, конечно, такой вот. Ну, как бы Китай вот сделал Беларуси подарок, да. Но этот стадион имеет серьезное такое обременение, на самом деле, которое состоит которым является вообще вся белорусско-китайская торговля. Потому что вот про белорусско-китайскую торговлю тут есть что сказать. Вот белорусские власти очень любят рассказывать про то, как Запад проводит колониальную политику, как Запад там ограбляет вот другие страны и в обмен выкачивая их ресурсы, в обмен, значит, на какие-то свои товары. Упрекает Запад в том, что он проводит такую колониальную торговлю. Так вот, то, что мы видим на самом деле в торговле между Белоруссией и Китаем, это как раз просто классический образец вот сейчас колониальной торговли. Там власти хвастаются, что у нас очень сильно вырос товарооборот с Китаем. Ну и он действительно вырос. И как бы вроде это хорошо. Но у нас белорусский экспорт в Китай составляет что-то около 800 миллионов долларов, а китайский импорт в Беларусь больше 2 миллиардов. И особенно надо посмотреть на то, что это за экспорт и что это за импорт. Вот мы экспортируем в Китай калийные удобрения, целлюлозу, древесину и рапсовое масло. То есть это классический набор сырьевых товаров. Мы такой сырьевой придаток Китая. А Китай нам, в свою очередь, наоборот, поставляет там автомобили, какую-то электронику, какое-то оборудование, двигатели. То есть как бы развитая такая промышленная страна продает товары, ну, такой менее развитый. Ну, вот по образцу, как вот те самые европейские колонизаторы меняли свои устаревшие мушкеты на стеклянные бусы. Ну, или, вернее, стеклянные бусы меняли на золото, например, да, там, или вот эти устаревшие мушкеты меняли на пушнину у индейцев, да. Вот абсолютно то же самое сейчас происходит в отношениях торговли Беларуси с Китаем. Поэтому, ну, вот этот стадион, ну, знаешь как, ну, вот европейские колонизаторы в Америке тоже делали индейским вождям какие-то такие подарки. Ну, вот этот стадион — это примерно такой же подарок. Слухай, ну, прогучала гэта вельмі зневажліва, як мне падаецца, ну, для Лукашэнкі. Там же всепогодное сотрудничество, там же лучший друг Си, там вот и все это такое, и Колю там с дочкой Си познаёмили, и все такое. Тут можно сказать, ну, одна семья, а ты про некие бусы индейцев. Ну вот, к сожалению, если
как бы отвлечься от риторики и посмотреть на цифры, то оно выглядит именно так. Бусы и индейцы. Мушкеты в обмен на пушнину. Причем это именно колониальная торговля, потому что как бы мало того, что мы там продаем сырье в обмен на какие-то промышленные товары, да, так мы же это делаем, Китай продает нам гораздо больше, чем мы ему. То есть мы залезаем фактически в долги. Это вот классический способ колониальной торговли — загнать менее развитую страну в долги перед собой, да, потому что ты имеешь возможность продавать ей что-то дорого. Так, чтобы она не могла из этих долгов выбраться. Давай давай з гэтага месца больш падрабязна. Чаму? Таму что я чытаў таксама паведамленні, навіны про тое, что у нас адмоўная сальда вось у гандлі с Китаем. Колькі там 600 мільёнаў ці сколькі там на мінус, і но гэта ж адмоўная, гэта значыцца мы ім прадаем менш, чым мы у іх купляем, а не бярэм там у долг, умоўна кажучы. Як же ж это тут як вяжется с твоими словами про тое, что нас зацягваюць у такую кабалу? А вот как бы да, мы с одной, во-первых, да, мы им платим, нам надо брать где-то на это деньги, да, и где их брать. Во-вторых, значительная часть вот этих китайских товаров, которые мы получаем, это то, что мы получаем в кредит. Это так называемые связанные кредиты. Вот как бы чем отличается Китай, да, от, например, нашего лучшего друга России, которая просто дает денег на жизнь, да. Китай просто так денег на жизнь не дает. Китай выдает кредиты под условием, что за вот эти деньги за вот эти китайские деньги ты купишь у китайской же компании там какие-нибудь, я не знаю, станки, ты купишь там, ты купишь какое-то оборудование, двигатели, чтобы поставить их там вот в МАЗы, которые потом будут гореть. То есть за китайские кредиты мы покупаем китайские товары, и мы влезаем в долги перед Китаем. Причем, в отличие от России, китайские кредиты, я так понимаю, все-таки приходится платить. Ну а Поэтому... чым табе не оплата таким, я не ведаю, можно сказать, нават слова не могу подобрать и сказать, вот отплатять помникам Си Цзиньпиню у цэнтры Мінска, может быть нават замест Ленина поставить на плошчы центральной? Не, я думаю, до этого уже недалеко, там вместо Ленина поставить, потому что как бы на Лукашенко просто больше не на кого надеяться на самом деле. Он же тоже понимает, что вот эта вот торговля с Китаем, такая торговля с Китаем, или ему есть кому объяснить, что вот такая торговля с Китаем, она фактически кабальной является, особенно в условиях, когда тебе негде компенсировать вот этот дефицит, да, там раньше тоже был у нас как бы отрицательный баланс торговли с Китаем, но мы больше продавали в Европу, да, и как бы, возникал какой-то такой баланс, а сейчас баланс отрицательный. Поэтому, Лукашенко понимает, что ему, кроме как на Си Цзиньпина, надеяться, в общем, не на кого там, кто еще, Путин остался, да, так Путин за каждый скормленный витамин хочет 1000 мелких услуг. Остается надеяться только на Си Цзиньпина, что, может, он еще и благодарность, может, еще и от Путина как-нибудь там защитит. Мало ли, вдруг сжалятся. Слухай, ўсё ж таки, вот ты с одного боку кажешь, что як бусы с індзейцамі ідзе на такім узроўні гандаль там ці адносіны с Китаем і рэжымам Лукашэнкі, з іншага боку мы бачым, что да, как бы хай сабе на сустрэчы Лукашэнкі с дзелавымі коламі Китая у Пекіне гэтых дзелавых колаў нам не показываюць, нібыта тому, что люди не хочуць потрапіць под санкции, поэтому как бы не пиарятся, сябе не афішуюць і гэтак далей. С іншага боку мы бачым, там открывается целый завод, Медея будуе халадзільнікі, там яшчэ там нешта, размовы ідуць про новыя прадпрыемствы, якія будуць і ў вялікім камні кітайскія, а можа быть і не толькі, можа быть там Кітай пачне яшчэ там нейкія прадпрыемствы будаваць. І хто каго баіцца, якіх санкцый с аднаго боку, з другога боку, што ўсё ж таки прываблівае Кітай у Беларусь? Сначала вот эта удивительная встреча с деловыми кругами Китая, да, которых
нам не показали и объяснили, что это слишком, да, слишком важные, слишком серьезные дела, чтобы о них можно было говорить вслух. Ну, это вообще какая-то уникальная вещь, да, потому что встреча с деловыми кругами предполагает, что ты приводишь с собой своих бизнесменов, ты проводишь какой-то форум, там, эти люди общаются там между собой, ты, да, ты встречаешься с какими-то компаниями, а тут нам вообще даже не показали лицо человека, с которым Лукашенко встречался, показали только его затылок. Ну, это удивительно уже само по себе, да. Китайские, вот эти китайские, да, и при этом, при том, как ты совершенно правильно заметил, у нас открываются китайские компании, вроде как вот компания Midea не боится никаких санкций, да, открыла компания Midea завод, и все хорошо, все нормально. Вот эти китайские заводы, которые у нас, вот с этим заводом, заводом Midea, это же удивительная история, потому что, ну, своими руками белорусские власти создали в Беларуси конкурента своему же собственному заводу «Атлант». Да? Мало того, что там этот несчастный завод «Атлант» не может конкурировать с китайскими компаниями на российском рынке, так ему теперь еще и на белорусском рынке придется конкурировать вот, с Midea, да, и вот я почти уверен, что я знаю, кто эту конкуренцию проиграет. Ну, потому что у Midea как бы немножко больше все-таки ресурсов, чем у завода «Атлант». Ты Вот, поэтому намекаешь я, на то, кстати, что гигант беларускай промысловости Атлант что-то может там скласти крылы? да, я боюсь, что он очень сильно пострадает, вот, белорусский гигант. Вот. И это, кстати, ну, и это, кстати, пример вот этих самых, вот этой самой кабальной торговли, да, когда, ну, себе в ущерб мы позволяем открывать здесь китайский завод. И это при всем том протекционизме белорусских властей, которые тут столько боролись, чтобы не допустить никаких, не дай бог, западных конкурентов на белорусский рынок. Ну вот сейчас допустили китайского конкурента заводу «Атлант». Да? Не хотели продавать завод «Атлант» там какой-то западной компании, ну сейчас у вас не будет завода «Атлант». У вас будет китайский завод «Midea», потому что рынок маленький, двоим там Боливар не вывезет двоих, места не хватит. Слухай, ну ўсё ж таки чаму менавіта Беларусь, умоўна кажучы, калі Midea хоча заваяваць вось гэтыя рынки, а гэта рынки там ну не столько можа быть Беларусі, колькі там это рынок России, і вот яму лепей вытворчасць зрабіць ну бліжэй да рынка збыта, а ў России ён будаваць не хоча, ну ўсё ж таки краіна агрэсар. Ну ёсць у тебе тут Казахстан, ёсць у тебе Узбекистан под боком, вот табе і бліжэй запчасткі ці там скажем это самое всю весці зборачны цех, якім выступае завод з Китая, ну і бліжэй да рынка збыта. Чаму Беларусь? Ну можно было б сказать, я ведаю, что ты скажешь, ну тут же ж вот еўрапейскі рынок, ну выбачайце мяне, у нас зараз не лепшыя адносіны і на мяжы і па-за межамі у бок Европы, то на что разлік? Чаму Беларусь? Я как раз ничего про европейский рынок и не скажу. Нет, это как бы, ну, Midea не такие наивные люди, чтобы думать, что Беларусь – это доступ на европейский рынок. Я думаю, что с Midea все история очень простая. Просто белорусские власти от отчаяния предложили Midea такие условия открытия здесь производства, какие просто ну, никто другой Midea не предложил. Ни в Казахстане, ни тем более в России, где, ну, в общем, не хотят пускать конкурента на свой собственный рынок, да, а белорусские власти просто предложили ну, максимально выгодные условия для вот этой китайской компании. Поэтому Midea открыла завод именно здесь. Вот. Там, если говорить про то, что там Китай какие-то, ну, делает огромную какую-то ставку на Беларусь в целом, то нет, но он на самом деле не делает ставку на Беларусь в целом. Там Китай большой просто, да, и то, что для Беларуси там это огромные инвестиции, ну, для Китая это какой-то какой-то маленький совсем проектик, ну вот почему нет. Вот. Но в случае с Midea там я абсолютно уверен, что там были просто предложены ну, максимально выгодные условия, которых никто больше не стал этой компании предлагать. Только поэтому она согласилась, она открыла завод в Беларуси. И это, кстати, парадоксально, да, мы создаем конкурента своему производителю и при этом еще иностранному производителю даем какие-то вот супер льготные условия. Это все от отчаяния.
Чаго чакаць надалей у прынцыпе, ну паглядзець на тое, якія ідеі далі умовы, як тут как бы нармальна ўсё гэта працуе. Ну і зараз што чакаць экспансіі таких кітайскіх вытворцаў, я не ведаю, там грузавых аўтамабіляў, пасажырскіх аўтобусаў, чаго там яшчэ там оптавалаконных там якіх-нибудь там вытворцаў ці чаго вот такія, якія меркаванні? Да, вот это все было бы иронично, да, построить здесь еще завод китайский по производству автобусов, построить завод по производству большегрузных автомобилей. Ну, как бы, ну, ну, то есть не ломанутся китайские компании там массово в Беларусь, да, ну, просто потому что, как бы вот, ну, а зачем? Да, это с одной стороны. Но с другой стороны, как я вот Что сказал, значит, а зачем? Зачем-то ж Медея ломанулась? Чему іншие? да, потому что ей предложили супервыгодные условия. Если предложат такие же супервыгодные условия, там, я не знаю, каким-то другим китайским производителям, то почему нет? Ну, придут они, откроют здесь завод. Как бы будет ли нам от этого хорошо? Ну, честно говоря, нет, наверное, не будет. А китайцам на это не наплевать? Будет нам от этого Китайцам хорошо? на это вообще наплевать, конечно, абсолютно. А нам от этого будет не очень хорошо, потому что мы еще больше превратимся вот в такую, ну, колонию просто, да, вот эти отношения колониальной зависимости, когда у вас своей промышленности не остается, вы ее убиваете, но приходит иностранный производитель, в данном случае это китайские, и у компании Midea ты ведь завод не отберешь, ну, как-то, как вот Юнисон недавно, да, отобрали, компанию Midea вряд ли, на компанию Midea вряд ли белорусские власти решатся покуситься, ну, потому что товарищ Си расстроится. З гэтай нагоды ўсё ж таки я разумею, что пакуль одна Медея, якая банкроціць Атлант, гэта можа не надта страшна. А калі далей пойдуць іншыя, то на што разлічвае Лукашенко? Вот что чакаюць? Я думаю, здесь, с одной стороны, у Лукашенко есть как бы еще и политический расчет. То есть Лукашенко готов пойти на эту большую зависимость от Китая, да, и большую зависимость белорусской экономики от Китая, чтобы как-то чуть-чуть хотя бы уменьшить, создать какой-то противовес вот этой той тотальной зависимости, которая у него есть от России. Вот. Но просто Китай ведет себя как бы очень прагматично, да, и он говорит: окей, вы хотите китайские инвестиции? Ну, да, окей, давайте. Во-первых, мы сами решим, кто будет инвестировать, ну, то есть наши компании сами это решат, а во-вторых, ну, давайте им хорошие условия, давайте им большие льготы. Ну, а иначе зачем? Зачем вы нам нужны? То есть это, ну, это не как было в отношениях с Россией, да, когда была программа «Нефть в обмен на поцелуи». Тут со стороны Китая все очень прагматично, а со стороны Лукашенко как бы просто, ну, есть некоторое отчаяние, может быть, какое-то. Мне просто незразумела, калі ты бачыш, что ну нібыта ты паступова з-за гэтай залежнасці эканамічнай ад России становішся чарговай новой губерніі расійскай, тут зараз ты фактычна мяняеш губернію на правінцыю кітайскую. Розніца ў чым? А смотри, а это то, что Лукашенко, в чем Лукашенко всегда считал себя мастером. Ну, как это называется, геополитические маневры, балансы и многовекторность. Ну, то есть, я не знаю, то есть он считал себя совершенно безосновательным мастером вот в этих геополитических маневрах, но он себя считает мастером геополитических маневров и многовекторности. Вот он сейчас пытается создать новую многовекторность. Раньше как бы был вектор, да, там Запад, ну, такой, ну, все-таки какой-то западный вектор был, да, и, в принципе, не такой уж плохой. И Россия. Сейчас западного не осталось, осталась только Россия, ну, вот он пытается создать такой вектор, второй вектор Россия и Китай. Ну, это как бы, если говорить с политической точки зрения, с экономической точки зрения, ну, а что ему выбирать? Какие еще инвестиции? Никто же больше не идет. Никто тут сюда инвестировать не будет. Ну, Россия будет, российские компании будут, да, а все остальные белорусские партнеры, там, Экваториальная Гвинея, Королевство Эсватини, ну, вряд ли можно ожидать со стороны этих стран
большого притока инвестиций в Беларусь. Поэтому выбирать не приходится, остается только Китай. Давай про тое, что бліжэй, ну, на сённяшні дзень прынамсі шараговаму беларусу камуналку. І тут прачытаў навіну про тое, что с аднаго боку ідуць размовы про тое, что беларусы ж працягваюць плаціць самую нізкую ў свеце камуналку. Ну, з другого боку, ну, из-за того, что вот она самая низкая, ну, давайте ее трошечку подымем, вот все-таки час прыйшоў. Так вот, что там адбываецца з гэтай камуналкай, чаго чакаць? Ну вот был вот этот интересный рейтинг портала Numbeo, по которому, значит, Беларусь по степени дороговизны коммуналки занимает 98 место среди 124 стран мира. Ну, в смысле, там просто только 124 страны были представлены. И, как я понимаю, вот государственные медиа этим очень возгордились, начали рассказывать о том, какая у нас доступная коммуналка, но все-таки довольно быстро сообразили, что как бы это не очень хорошо, потому что там надо посмотреть, кто является белорусскими соседями в этом рейтинге. А белорусские соседи в этом рейтинге – это вот как раз такие процветающие страны, как Зимбабве, Гана, Нигерия, у которой дела еще лучше, а там самая низкая коммуналка – это вообще Венесуэла и Иран, да. То есть, во-первых, да, что касается коммуналки, там, когда говорят о доступности коммуналки, надо все-таки сравнивать еще и зарплаты, да. Вот, то есть, если мы видим, что в Польше средняя зарплата $2400, и поляк там, согласно этому рейтингу, платит $300 за коммуналку, вот за эту условную 85-метровую квартиру, да, квадратных метров, то у него остается на руках $2100. Если белорус платит за коммуналку, опять же, вот эту условную квартиру $50 со средней зарплаты 870, то у белоруса остается $820. Это о вопросе доступности коммуналки, да, там мы видим, что дешевая коммуналка там, где в бедных странах, просто потому что людям нечем платить, да. Там есть же еще отдельный момент, как в Беларуси формируются эти цены на коммуналку, и это тоже отдельная история, потому что вот когда нам говорят, что у нас там мы платим, белорусы, 24 рубля за один, я, может, просто подробнее расскажу, потому что это же интересно. В смысле, это на самом деле показывает вот этот такую циничную манипуляцию с цифрами, да. Значит, обычные белорусские граждане платят коммуналку из расчета 24 рубля за 1 гигакалорию. Тут внимательно следите за руками, тут цифры. 1000 кубометров газа позволяет выработать 8 гигакалорий. То есть, соответственно, вот как бы при этом вот экономически обоснованный тариф, да, в Беларуси это 132 рубля за 1 гигакалорию. И вот если пересчитать на цену газа вот количество гигакалорий, то получается, что власти считают экономически обоснованным тарифом такой тариф, при котором 1000 кубометров газа должна стоить $350. А Беларусь покупает его по $128. То есть, вот нормальная такая наценка, да. Государство покупает по $128, а продает своим гражданам, тем, кому она продает по экономически обоснованному тарифу, за 350. Те по обоснованному тарифу платят те, кого считают тунеядцами. Вот всем остальным действительно как бы субсидируется, но субсидируется за счет кого? Субсидируется за счет компаний, субсидируется за счет предприятий. Предприятия получают газ от государства из расчета его цены 220, по-моему, долларов. Да? Притом, опять, государство получает по 128. То есть 60% наценка. Как колоссальная наценка. У нас там МАРТ штрафует за то, что кто-то позволил себе наценку 15%, так государство позволяет себе наценку 60%. То есть, вот эти дешевые цены, они относительно дешевые цены коммуналки, они берутся за счет того, что за счет ограбления тех, кто вынужден платить по повышенным тарифам. То есть вот это вот перекрестное субсидирование, это значит, что вам на заводе не доплачивают зарплату просто-напросто, да, потому что завод вынужден платить
повышенные цены. Ну вот отсюда вот эти как бы дешевые цены на коммуналку. Слухай, давай все ж таки вот по простай мовай, по вялікаму рахунку атрымліваецца, что усе гэтыя расповеды про тое, что у нас нізкія кошты, что беларусы не доплачивают, это все казки для бедных? Конечно, абсолютно. Ну, то есть белорусы платят за коммуналку только не напрямую, да. За коммуналку белорусы платят теми зарплатами, которые им не доплачивают компании, там, заводы, на которых они работают, потому что вот эти заводы и компании вынуждены платить там за тот же газ, за то же электричество по очень сильно завышенным тарифам. Ну, вот такое перекрестное субсидирование, да, и как бы, ну, а сказать честно, вот, что, а давайте вот, как бы, все будут платить одинаково, ну, тогда же государство не сможет выступить в роли, не знаю, благодетеля, сказать, вот мы вам там... Чакай, ты зараз подняў руку на святое ці голас на святое, то есть сацыяльная дзяржава, то есть яе не існуе? Ну, конечно, ну, как бы, ну, у государства вообще нет денег, да, ну, в смысле, у государства же нет своих денег. У него деньги людские, оно же, ну, само по себе ничего не зарабатывает. Это, ну, как бы мы же их содержим всех. Так, слухай, ты зараз дойдешь до того, что это, оказывается, не Лукашенко со своей кишени бабушкам пенсии платит. Ой, как бы я мог такое сказать? Ну, в общем, да. Да, вот. Потому что, ну, нет у них своих денег, и ничего они не зарабатывают. Ну, вот. А все, что они делают, это перераспределение того, что там мы заработали. Но при этом нас еще, белорусов, еще попрекают в тунеядство, там, тем, что они плохо работают, там, производительность труда не такая, какая должна быть. Прычым папракаюць тыя, хто сядзіць фактычна у нас на шыі, ну, у звычайных людзей, якія працуюць, то есть чыноўнікі, якія атрымліваюць заробак з грошай, якія зарабілі звычайныя беларусы. Ну или государственные медиа, да, которые находятся на полном содержании государственного бюджета. То есть, ну, в общем, да, наши наемные менеджеры упрекают нас в том, что мы плохо работаем и плохо их содержим. Ну, вот, кстати, недавно же Лукашенко как раз вот опять высказался, что надо работать уже не в 3 раза больше, а в 5 раз больше, чтобы производительность труда была нормальная, как в Европе. Ну, правильно, надо это самое, с чего-то губазику платить и откульсти брать гроши на гениальные эфиры Азаронка. Да, а вот все эти мегапроекты и все эти памятники, которые Лукашенко себе строит, они же тоже сами себя не профинансируют. На них же тоже надо деньги где-то брать. Ну вот они так их берут перераспределением. Слушай, я вот трошку, можа, вернуся. Мы в минулый раз с тобой обмярковывали тему, как бы этот самое, взялся за яйцы, бульба пропала. И вот с гэтай нагоды мы неяк так трошку, здаецца, закранули тему того, что дзе захоўваць тыя ж самую там бульбу, іншую садавіну, гародніну, тому что няма нормальных сучасных сховішчаў. І слухай, я вот з гэтай нагоды, калі чуў про там чарговы там гэты адкрыццё футбольнага стадыёна, ну гэта кітайскі, але перад гэтым была целая эпопея с ледовымі палацамі. То есть вот как бы мы строили вось гэта ўсё за народныя грошы, пераважная большасць чаго сёння, ну как бы так сказать, невядома для чаго стаіць там, дзе яго пабудавалі, а гэтых сучасных сховішча для садавіны, гародніны неяк так вот і не дадумаліся пабудаваць. А як же ж это крэпкія хозяйственнікі, вот що это, что как-то вот не спрацоўвае или як? Ну вот, ну в нулевые же Лукашенко казалось, что он действительно великий экономист, и у него есть белорусское чудо, да, и вот потому что деньги там сыпались, но они действительно сыпались, там все росло, все колосилось,
он тут рассказывал про особый белорусский путь. Ну, особый белорусский путь состоял в том, что он паразитировал на российской нефти, да, и вся особость этого пути. Пока там в России было все хорошо, у Лукашенко тоже доставали свои кроки, но и он считал, что так будет вечно, и поэтому вот можно строить эти ледовые дворцы, там вот, ну и вообще все эти дворцы, да, гигантские, вот тратил вот это огромное количество денег, которое, в принципе, можно было бы направить на модернизацию экономики, не только на хранилища, да. Ну, на самом деле, в белорусской экономике же там много чего можно и нужно было делать, там и заводы вот эти как-то модернизировать. Вот. А опомнились они и взялись за экономику только когда деньги начали кончаться. То есть вот после 8-го года, где-то в 10-е годы, они поняли, что как-то, ну вот дворцов уже, может, хватит, а давайте мы что-нибудь модернизируем. Ну, придумали тогда, кстати, модернизировать деревообработку. Тоже замечательный, гениальный проект. Она от этой модернизации до сих пор не может белорусская деревообработка оправиться. Вот. Потому что, ну, проблема централизованной экономики, да, как просто, ну, ты не можешь за всем уследить. Там, вот ты придумал деревообработку, а построить хранилище для овощей современное уже как-то вот ну, тебе в голову не пришло. Слухай, вернемся до санкцый, ну але з крыху іншага такой цікавай тэмы. Вот мы говорили про кітайскія дзелавыя колы, якія хавалі свой твар, тому что баяліся, что потрапяць под нейкія там санкцыі ці другасныя санкцыі ЗША і гэтак далей. Почытаў навіну про тое, что нейкім там кружным шляхам Белавія купілі сабе самолет. Ну, не новы, але новы самолет для свайго авіапарка. І потым чытаю навіну про тое, што яны ўвогуле тут раздухарылись і заявілі про тое, што яны там будуць купляць по 2-3 самолеты. Я уже нават не памятаю, ну не ў месяц, конечно, ну то ці в год, ці там у колькі в нейкі там перыяд. То есть что, все уже как бы санкцыі не страшны, уже можна не толькі абыходзіць цішком, уже можна не толькі шукаць магчымасцяў зарабіць на гэтым, але яшчэ і гордо показывать, да, плевать мы хотели. Ну, они же всегда искали возможности обойти санкции. Мы знаем, что всегда, ну, очень часто можно найти возможность обойти эти санкции. Ну, там, периодически мы узнаем, что там какие-то удобрения в Европу продавали какими-то кружными путями. Вот там белорусскую фанеру возили через Узбекистан. Ну, то есть санкции всегда, ну, санкции можно обойти. Просто вопрос в том, что это стоит дорого, ну, это дополнительные деньги, это сложно, и это всегда может в любой момент закончиться. Но вот у меня есть ощущение, что зря они все-таки хвастались своими самолетами, потому что вот как-то с самолетами, по-моему, может получиться не очень хорошо. Вот. Ну а що, яны ж там плануюць, ну куды там у Арабскія Эміраты, Саудаўскую Аравію лётаць, вазіць туда беларусаў, якія зарабілі грошы на заводах, на сваіх заказах для расійскага ВПК. Ну а хто іх там стрымае, гэтыя самолеты? Ну вот эти самолеты нет, но самолеты же надо ремонтировать. Это вот, помнишь, Лукашенко жаловался на то, что вот из-за бесчеловечных санкций, как он тогда говорил, это была очень эмоциональная жалоба, что из-за бесчеловечных санкций его безопасность страдает, потому что он не может отремонтировать свой самолет. Ты навіны не читаешь, где-то там это завод, где ремонтуюць, там фарбуюць самое самолеты, и они там хвалятся, что яны уже запчастки для самолетов на 3D принтерах друкуюць, и как-то заходние вот эти санкции на запчастки им уже как-то... Я что-то сомневаюсь, что Лукашенко решится доверить свою безопасность 3D-принтеру. Ну, для лукашенковского самолета праз Казахстан привязуть контрабандой, а все остальные... Да. Ну, да. Их можно обходить, конечно, эти санкции. Санкции – это не абсолютное какое-то решение, да. Но они создают проблему. Ну, не зря же вот власти так страдают. То есть вот еще там год назад Лукашенко говорил, санкций для вас нет, да. А что он сейчас говорит? А сейчас он говорит, санкции, беда, вот мы из-за санкций там не можем сделать то, не можем сделать это. Я надеюсь, что санкции когда-нибудь отменят. Ну, как бы их можно обойти, но это стоит денег и это стоит времени.
Давай мы с тобой яшчэ одну тэму закранем. Слухай, ты прапанаваў пагаварыць пра ключавую стаўку, якую Цэнтрбанк России вырашыў снізіць. Ну вот здавалася б, ну можа быть там эканамістам там перацярэць, а што вот нам, беларусам, ну асабліва яшчэ беларусам, якія ў Беларусі, некая ключевая ставка российского Центрбанка, на что она уплывает? Ну, хай себе гуляются там у России, там в этой свои ставки, шмалки, а нам-то что до этого? Ну, смотри, ставка влияет на цену кредитов в России, да? Как бы, что такое кредиты? Кредиты – это возможность предприятиям взять денег и что-нибудь там купить, ну, например, да, или что-нибудь у себя построить, или вложить их в производство. Ну, нас интересует в данный момент что-нибудь купить. Ключевой вопрос – что-нибудь, где-нибудь, а где? В Беларуси. Ну, то есть из-за того, что кредиты высокие, предприятия не вкладывают, российские предприятия не вкладывают, не инвестируют деньги в расширение производства, они ничего не покупают нового. Из-за этого вот падают продажи белорусских там грузовиков, МАЗ, белорусских тракторов, белорусских комбайнов, да. То есть из-за высоких ставок в России, вот из-за высоких ставок по кредитам в России очень конкретно страдает белорусский экспорт. Вот буквально сегодня Лукашенко жаловался на то, что ключевая ставка в России слишком высокая, и надо вот, чтобы ключевая ставка была какая-то, ну, пониже, чтобы предприятия могли работать. Потому что, ну, учитывая, что мы там 65% белорусского экспорта идет в Россию, основные доходы – это доходы от экспорта в Россию. Ну, на Беларусь очень сильно влияет то, что происходит с российской ключевой ставкой. Ну, вот Лукашенко, ну, не зря Лукашенко жалуется, что там ключевая ставка слишком высокая, и торговать она ему очень сильно мешает. Вот, поэтому снижение, ну, к сожалению, так сложилось, да, что то, что происходит в России с российской экономикой, нас затрагивает прям напрямую вот и очень сильно. Поэтому снижение ставки вот этой ключевой в России – это важно для белорусской экономики, но вот то, как оно случилось, да, оно на самом деле не важно ни для кого. Ни для белорусской экономики, ни для российской экономики. Потому что это как в том фильме, да, для Атоса это слишком много, а для графа Делафер это слишком мало. Вот для того, чтобы как-то оживить российскую экономику, вот этого снижения ставки на 1 процентный пункт, его слишком мало, как бы, ну, то есть нужно было бы снижать ее еще больше, хотя бы до 15%. А с другой стороны, от этого уже может пострадать финансовая стабильность, ну и курс российского рубля. А если курс российского рубля начнет слабеть к доллару, то и белорусский же рубль начнет слабеть к доллару. Мы же это знаем и много раз уже видели. Вот давай вот нарэшце ты про рэчы, якія хвалююць усіх беларусаў, нам раскажы, як все ж таки чаго, як это адаб'ецца, не адаб'ецца, чаго чакаць, что адбываецца на рынку валют, ну а прасцей кажучы, с курсамі валют у обменниках. Ну, я уже, по-моему, рискнул сделать один прогноз. Я уже, по-моему, рисковал сделать прогноз, что где-то к осени курс белорусского рубля к доллару, вернее, доллар вернется к 3,5 белорусских рубля. Цена, да. Вот. Что там происходит? Ну, как бы в России, как я понимаю, начинается сейчас вот этот разворот тренда, и российский рубль начинает слабеть к доллару. Ну, то есть вот как бы на летние месяцы там прогноз российских экономистов, что это будет 85-90 рублей за доллар. Снижение ставки этому помогает, потому что снижение ставки – это такой сигнал финансовому рынку, что вот как бы Центробанк будет проводить, ну, как-то более мягкую политику, да, что цены могут вырасти, а раз цены могут вырасти, значит, ну, как бы вот и рубль может немножко там слабеть, вот это все. Вот, поэтому, ну, такой прогноз, да, что белорусский рубль будет слабеть вслед за российским, что доллар к осенью будет опять стоить 3,5 белорусских рубля. Ну, если, конечно, ну, Трамп не ухайдохает доллар, ну, тогда прогноз не сбудется.
Ну да, Ну, потому что есть шанс, что доллар тоже могут ухайдохать, да. это же Ну, тогда. сусветная валюта, вот як вот яго можна ухайдохаць? Ну вот на самом деле вот как бы на это и надежда, что его не так-то просто ухайдохать, этот доллар, и что даже если Трамп будет прилагать много усилий для этого, ну, не получится у него это сделать. Добра, давай на завершэнне коротко, хотя ну калі ты можаш что-нибудь по гэтай тэме сказаць, тому что мяне в прынцыпе что тут трошку закранула с по звестках Белстата IT-сфера Беларусі, ну вот такая ляснулася пасля там падзею 20-го года, там 21 22, ну мы ж были там целая IT краіна, там на ўвесь свет грымелі, потым вот ну как-то так что-то пайшло не так. І вот Белстат сцвярджае, што IT-сфера пачынае выходзіць з зацяжнога крызісу. Аглядальнікі, эканаміст вот напрыклад Алеся Гудзія піша, што аднак сённяшняя беларуская IT-сфера гэта ўжо не тая галіна, якая імкліва развівалася до 20-го года. Слухайте, ну можа і не тая, якая імкліва развівалася, але той факт, што яна пачынае выходзіць з, як кажуць, зацяжной крызіса, што яна ўжо пачынае плаціць добрыя грошы у бюджет беларускі, гэта сведчанне чаго? Прызвычаіліся, прыстасаваліся да санкцый, да рэпрэсій, да сітуацый, да зменаў рынка і ўсё астатняга. Ці пра што гэта сведчыць? Ну, я, во-первых, сказал, что начинает выходить из кризиса, да, и все вернулось к тому, что было, но между этими двумя пунктами длинная-длинная дорога, которую надо пройти, да, и как бы, ну, она действительно начинает выходить из кризиса, ну, просто, если вы очень сильно упали, да, и вам уже падать дальше некуда, то, ну, в конце концов, вы от дна оттолкнулись и там начинаете немножко идти, подниматься вверх, да, и как бы, ну, вот у вас тенденция положительная. То есть, ну, до прежнего вот этого, прежних успехов IT, его доли в экономике, да, которую он имел до 2020 года, ну, еще очень-очень-очень далеко на самом деле. Вот. За счет чего? Ну, она, естественно, да, тоже понятно, за счет чего, за счет того же, за счет чего она выживает, это IT, за счет того же, за счет чего выживает вообще, в принципе, белорусская экономика по большей части. За счет, как я понимаю, в основном российского рынка, да, где ну, мы предлагаем, мы можем предлагать какие-то решения, какие-то продукты, пользуясь тем, что западные компании оттуда ушли. Дякую вялікі. Ну что ж, на жаль, трэба завершаць нам нашу размову, таму я развітваюся с нашим гостем, заклікаючы усіх, па-першае, подписываться на канал Беларусы і рынок. Менавіта там вы сможете глядзець праграму Оптымум, аўтарам і вядоўцам якой з'яўляецца Андрей Махоўскі. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, тому что наши сустрэчы с Андреем ужо стали регулярными, раз на 3 тыдні мы сустракаемся, тому калі ласка, подписывайтесь, ставьте подобаечку, натискайте на звоночек и расширвайте, каб быть у курсе. Ну и отсачить усё ж таки спраўдзіцца прогноз Андрея наконт курса доллара до осени, ці не спраўдзіцца. Будем тады ведаць, мы его все ж таки дарма запросили быть регулярным нашим экспертам и удзельнікам эфира, ці ўсё ж таки не дарма. Дякую вялікі, Андрей, заўсёды прыемна гаварыць. До сустрэчы. Взаимно.